2 века народ Южной Осетии перманентно испытывал на себе все ужасы и ненависти со стороны южного соседа. Прошло 100 лет с 1920 года, года, когда народ Юга Осетии был на грани полного уничтожения. Бесчинствующие карательные отряды грузинских меньшевистских объединений прошлись огнем и мечом по всей территории Южной Осетии. 1920 год. Именно эта дата вызывает у нас бурю эмоций, негодования по отношению к фашистствующим по всей Южной Осетии недругам, желание воссоздать всю реальную картину тех лет. На международную научно-практическую конференцию в Юго-Остинском государственном университете по геноциду осетинского народа были вынесены доклады и выступления, посвященные событиям вековой давности. В ЮГУ участниками международной научно-практической конференции «Геноцид осетинского народа» стали руководство Республики Южная Осетия во главе с президентом страны, представители власти Северной Осетии, российские эксперты и профессорско-преподавательский состав вуза. Организатором конференции выступил Юго-Остинский государственный университет. Из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом часть докладов и выступлений были представлены в записи и в режиме онлайн-включений. Модератор мероприятия, ректор ЮГУ Вадим Тедеев, провел небольшой экскурс в историю вопроса. Отметил, что геноцид 20-го года 20-го столетия коснулся каждой семьи, поприветствовал всех участников и ознакомил с условиями работы конференции. 2020 год указом президента Республики Южная Осетия обозначен как год геноцида осетинского народа. Исполняется 100 лет этой дате, трагическая для нас, для всех. И вот приурочили конференцию сегодня, потому что сегодня еще и день Эрестской трагедии. Не может быть трагедии отдельно юго-остинской и северо-осетинской. Мы один этнос, один народ, и все трагедии, происходящие на юге и севере, трагедии всего осетинского народа, сказал в своем выступлении президент государства Алания Анатолий Бибилов. Без сомнения, конечно, очень важно нам, осетинам, пролить свет на те трагические события, которые у нас происходили в 20-х годах прошлого века. И тут важное значение, без сомнения, имеют и будут иметь работы наших ученых, историков, тех людей, которые непосредственно изучают фактологию тех трагических событий. Очень хорошую книгу выпускает Константин Петрович Пухаев. Очень много работы провели наши коллеги в Северной Осетии, тот же Руслан Заров, который выпустил книгу «Геноцид осетинского народа». Вот на этом я хочу сакцентрировать внимание. У нас не может быть трагедии отдельно осетинской и отдельно северо-осетинской. Если мы один этнос, если мы один народ, то все трагедии, которые происходили и в южной части Осетии, и в северной части Осетии, они относятся к трагедии осетинского народа. Основными докладчиками на конференции выступили государственный советник президента Южной Осетии Константин Пухаев и журналист, главный редактор газеты «Культурный Петербург», доктор филологических наук Сергей Ильченко. Уважаемые организаторы и участники конференции, уважаемое высокое собрание, позвольте выразить признательность за приглашение к участию в настоящем научном форуме. Я предметно занимаюсь темой, вынесенной в повестку дня настоящей конференции. В связи с приближающимся столетием геноцида осетин, этой теме уделяется возрастающее внимание общественности Республики Южная Осетия. Напомню, что президентом нашей страны Анатолием Ильичем Бибиловым была образована комиссия по увековечению памяти жертв геноцида, которую он сам и возглавляет, и которая разработала и последовательно реализует специальную программу памятных мероприятий. Одновременно хочу сказать, что активизация темы геноцида у осетин не осталась незамеченной и нашими оппонентами. Об этом чуть раньше сказал уже президент. Так, государственный министр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихалашвили недавно заявила, что разговоры о геноциде осетинского народа являются манипуляциями неисторической данностью. Такое заявление Анатолий Ильич справедливо назвал верхом цинизма. Чтобы уважаемые участники конференции составили масштаб трагедии осетинского народа,
приведем просто сухие факты последствий карательной экспедиции грузинских вооруженных сил против Осетии в июне 2020 года. Традиционно считается, что непосредственно от рук агрессора погибло 5279 человек. Хотя есть и другие альтернативные данные, это уже грузинских авторов и различных комиссий, которые в разы уменьшают эти данные. Но традиционно считается 5279 человек. Теперь, из них 1375 женщин. Какие это были боевики или партизаны? Женщины 1375. И что уже совсем не укладывается в голове, это 1844 ребенка, дети. А это значит, что каждый третий из убитых был ребенком. К числу жертв геноцида, безусловно, следует отнести и тех беженцев в Осетии, которые погибли при переходе через Кавказские перевалы и в местах временного расселения. В таком случае общее число жертв геноцида приближается к 18 тысячам человек. Если принять во внимание то, что по переписи населения 1917 года численность осетин на территории современной Южной Осетии составляла 70 500 душ обоего пола, то получается, что погибли более четверти из них, то есть почти третья часть. А это, простите, уже сродни демографической катастрофе. Фактически уничтожив Южную Осетию, грузинское правительство приступило к полному очищению опустошенной территории от осетинского элемента. Для этого покинутые изгнанными осетинами населенные пункты заселялись грузинскими крестьянами-горцами. Адресую вам, уважаемые коллеги, резонный вопрос, что есть геноцид, если не это? Надеюсь, что у вас, как и у меня, ответ на поставленный вопрос лежит на поверхности. Здравствуйте, дорогие участники конференции. Здравствуйте, уважаемое руководство Республики Южная Осетия Алания. Здравствуйте, уважаемые руководители Южно-Осетинского государственного университета. Я рад вас приветствовать из Санкт-Петербурга и заочно принять участие в замечательной и очень острой по своей теме конференции, посвященной юбилею геноцида южно-осетинского народа. На примере вашей страны, на примере вашей республики видно, какие сегодня процессы происходят в медийном пространстве по всему земному шару, а более конкретно на Кавказе и в течение последних как минимум 30 с лишних лет. Мне кажется, что история, связанная с информационным геноцидом, имеет давние корни и на Северном Кавказе в том числе. И если вспомнить историю вашего государства, то мы столкнемся с первым применением информационного геноцида, который поддерживал геноцид политический и военный. Это история 1920 года, которую вы прекрасно знаете, когда Южная Осетия заявила о своей независимости и своей принадлежности к Советской России и получила в ответ жесткую кровавую месть со стороны меньшевистской Грузии. Ну а затем, когда советская власть совершила свое триумфальное шествие по Кавказу, Южная Осетия волею руководителя, одного из руководителей нашего государства тогда, была включена в состав Советской Грузии на правах автономной области. Конечно, это не могло устроить осетинский народ, конечно, это создавало особую, так сказать, и тему, которая могла потом развиться, и, как мы видим, развилась именно в конфликтную ситуацию, стоившую человеческих жизней, многих человеческих жизней. Но уже тогда проблема неадекватного освещения исторических процессов, касающихся Южной Осетии, была налицо. Все выступающие были едины во мнении, что геноцид со стороны Грузии имел место еще в 20-х годах прошлого столетия и повторялся перманентно вплоть до войны 08-08-08, когда грузинская сторона довела все отношения с народом Южной Осетии до точки невозврата. Участники международной конференции представили неопровержимые факты, подтверждающие бесчинства, чинимые народу Южной Осетии грузинскими меньшевистскими карателями как в прошлом столетии, так и в начале нынешнего их фашиствующими потомками. Геноцид осетинского народа должен быть признан и осужден всем цивилизованным миром. Сразу хочу отметить,
что картина бесчеловечной расправы, совершенная грузинским правительством с единственной целью уничтожения осетин, просто ужасает. То, что произошло тогда в Осетии, не поддается никакому человеческому осмыслению. Это один из самых тяжелых, видимо, примеров в мировой истории. Чтобы понять, глубже осознать, что геноцид это есть именно преступление против человечности, осуждаемое всем мировым сообществом, мы должны вспомнить о том, что Осетия, как единый национально-социальный политический организм, вошел в состав Российской империи без делений на юг и север. В XVIII веке с усилением роли России на Кавказе осетинские общества не раз обращались к России с просьбой принять их под свое покровительство. Мы все в прошлом году отмечали 270-летие первого посольства Осетии, которое с этой целью как раз и находилось в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге. Как известно, в 1917 году в России произошли кардинальные общественно-политические перемены, и первыми актами советского правительства, помимо декрета о мире, декрета о земле, была Декларация прав народа в России от 15 ноября 1917 года, которая дала право на самоопределение всем народам Российской и бывшей Российской империи. Нацистская риторика новых грузинских властей хорошо отражена в периодической печати того времени. Правительство Грузии перед вторжением в Осетию выпустило обращение к грузинским воинам, защитникам родного очага, в котором призывало, цитирую, «не щадить изменников, ядовитых змей с их детенышами». И вот те убийства, которые происходили, о которых Костя Петрович рассказывал, они были заранее спланированы, они были заложены в цели и задачи этого контингента и этой карательной операции. Да, должны быть уничтожены, этого требует благоденствие грузинского народа. Это газета «Эфтоба», 20 июня 2020 года. Генеральное наступление началось 12 июня, здесь тоже об этом подробно говорилось. Вандализму грузинских карателей удивлялись даже большевики. Так грузинский большевик Филипп Махарадзе писал: «Озверевшие гвардейцы под директивом правительства Жордания и Рамишвили творили такие ужасы, каких история знает очень мало. Жителей расстреливались без разбору, имущество грабилось, кто мог бежал от этих ужасов, оставшиеся в живых правительство решило выселить из Осетии. Вообще осетины объявлены вне закона, это продолжает Махарадзе, признаны врагами грузинского народа, и над ними производятся всевозможные насилия, побои, оскорбления, избиения, вплоть до насильственного выселения из родных пепелищ. История борьбы с осетинским народом – одна из позорнейших страниц правительства Грузии. Уважаемый президент, уважаемые участники конференции, приветствую всех. Хотел бы выразить в первую очередь признательность организаторам нынешней конференции, поскольку это действительно очень важная, актуальная проблема, которую мы сегодня обсуждаем. Я бы хотел еще раз процитировать слова уважаемого докладчика Сергея Николаевича Ильченко: «У Грузии есть чего бояться». Действительно, у Грузии есть чего бояться и перед мировым сообществом. Когда руководство Республики Южная Осетия объявило нынешний год годом памяти геноцида 2020 года, политическая элита Грузии сильно всполошилась. И Костя Петрович уже процитировал некоторых деятелей грузинской власти, которые действительно отрицают события 2020 года. И они в первую очередь хотят, опять-таки, перед мировым сообществом себя оправдать. В частности, я еще тоже упомяну, что некий Олег Панфилов, это профессор Государственного университета Или, то есть Грузинского университета Святого Или, он вообще считает, что никакого геноцида 2020 года не было, что это были всего-навсего политика информационные измышления осетин. А
недавно одной из февральских передач на грузинском телевидении, на Первом канале, вообще цинично был задан вопрос. Если было 1000 жертв убитых, то где их могилы? Вот в связи с этим я бы сразу хотел отметить, что из моей большой семьи, Ирона Мафидефертай, погибло 9 человек. Из них одному было за 80, остальные 8 были детьми маленькими. Где их могилы, никто не знает. Но они были живые люди, и в 2020 году они погибли. На каждом раунде женевских дискуссий наша делегация свое выступление начинает с того, что напоминает, в связи с чем проводятся женевские дискуссии. Что была агрессия Грузии против Южной Осетии, агрессия, которая признана независимой комиссией Евросоюза во главе с Толявини, что Грузия именно начала войну против Южной Осетии. И грузинская делегация каждый раз этого очень боится. И я посчитаю, что вот мы каждый раз, где это возможно, должны также напоминать о том, что был геноцид осетин в 2020 году. Вот если получится, если ситуация позволит, то у нас в июне должен быть очередной раунд, как раз именно в те дни, когда будет столетие начала геноцида, точнее геноцида 2020 года, начало, вот, как Дмитрий Николаевич сказал, еще было несколько лет уже это все длилось. Мы об этом, конечно же, будем говорить. Но я сегодня хотел на конкретных примерах вот, из народной памяти людей, переживших эти события, показать, что то, что действительно мы знаем по литературе, читаем в воспоминаниях активных участников событий 2020 года, действительно все это имело место. И в первую очередь я бы хотел упомянуть, что именно в 2020 году на Южную Осетию грузинские власти сбросили первые авиабомбы. Об этом упоминает в своих воспоминаниях Матей Санакоев, один из руководителей сопротивления в 2020 году. Именно 12 июня, когда началось наступление грузинских войск, они вот на позиции наших защитников сбросили первые бомбы. У грузин тогда было 20 итальянских аэропланов, которыми тогда в 2020 году управляли английские летчики. И через 2 дня, когда уже наш народ отступал, мирный народ, защитники, 14 июня грузины сбросили бомбы на Сухтайхит, мост около Ахоте. А тогда это был всего-навсего небольшой деревянный мостик. И принимая во внимание, что назло нашему народу как бы и погода в этом разбушевала, были страшные дожди 13-14 числа, грузины явно хотели вот даже этот маленький мостик разрушить, чтобы отступающие люди, в общем-то, были уничтожены уже на месте. Вот об этом я знал со слов участников этих событий, когда в школе, когда я еще учился, к нам приходили защитники, в частности Аслан Санакоев, это знаменитый Аслан Санакоев, который ростом был около 2 метров 20 сантиметров, и который через Рухский перенес на своих плечах Максим. Приходил к нам Аршак Санакоев, это отец Юлии Георгиевны, преподавателя университета, Хотинат Тимбол или Парастаев Тимбол, один из самых активных участников. И вот по их словам я это знал, но у меня у ребенка тогда еще как-то появились сомнения, были ли вообще тогда еще в 2020 году аэросамолеты. Я спрашивал свою бабушку, которая все это тоже пережила, и бабушка сказала, «Шагай доходи суши бомботрет парсадом, мох яд кофа фазай бохаспестам». Кофанфас так называлась площадь или большая поляна, где находится сейчас Хотевская школа. То есть часть людей уже успела перейти этот мостик, часть только отступала, но по счастливой случайности бомбы упали не на мостик, а на поляну, где сейчас находится ресторан Дунай. То есть вот это был одним из первых таких актов невиданного вандализма, когда на Южную Осетию в 2020 году уже враг сбрасывал бомбы. У многих еще есть воспоминания, которые они слышали от своих предков. Видимо, все это надо собирать, надо фиксировать и максимально все это, группируя, доводить до международного сообщества. Вот я еще раз повторяю, грузины этого очень боятся.
И они сейчас, даже упереждая нас, они всячески пытаются доводить до посольств, которые расположены в Грузии, до международных организаций, что все, что собираются, говорит осетины и говорят, все это неправда. Но правда на нашей стороне, поэтому мы должны воспользоваться всеми нашими средствами, чтобы довести до международного сообщества истинное лицо грузинской, в кавычках, демократии. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Вадим Бултазович, за приглашение принять участие в работе научно-практической конференции. Тема моего доклада посвящена детальному изучению публикаций за период с 1928, 1930 и частично 1957 годы, касающихся уничтожения осетин по этническим признакам и изгнания осетин с родных земель. Как всем нам известно, действия, направленные на уничтожение национальной, этнической или религиозной группы, а также насильственное переселение, рассчитанное на уничтожение этой группы, и называется геноцидом. В 1948 году ООН официально признала геноцид международным преступлением. 20 сентября 1990 года Юго-Осетинский областной совет народных депутатов в своем постановлении квалифицировал события 1920 как геноцид осетинского народа. В ноябре 2006 года Народное собрание Абхазии единогласно приняло резолюцию, признающую действия Грузии 1918-20 годов геноцидом в соответствии с Конвенцией 1948 года. В июле прошлого года в одном из своих выступлений президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил грузинским политикам о событиях 2020 года, обозначив их геноцидом осетин. Однако сами грузины предпочитают смотреть на эти тяжкие преступления в свете классовой борьбы меньшевиков и большевиков. Сами осетины того времени целенаправленное уничтожение нации назвали национальной борьбой под углом меньшевистского движения. Иных определений они не могли дать. Во-первых, само понятие геноцид возникло намного позднее, чем этнические чистки осетин, а во-вторых, население сел и ущелий преимущественно были неграмотными, и разобраться в классификации преступлений они не сумели бы. В Государственном архиве Южной Осетии сохранились подшивки газеты «Хурзарим» за перечисленный мною период. Надо отметить, что тогда газета выходила в свет на осетинском языке, на латинском алфавите. За 5 дней работы в архиве мною собрано достаточно материалов, которые лишний раз подтверждают зверские преступления грузинского правительства. Уважаемый Вадим Бултазович, уважаемая Алла Алексеевна, уважаемые участники конференции, ни один коронавирус бы нас, конечно, не остановил, но против капризов природы мы пока бессильны, и я доклад, который должен был сделать там у вас, попробую сделать отсюда, и чтобы вы могли видеть это на своих экранах. 9 июля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая перед журналистами в Екатеринбурге, рассказал об истории Грузии, Южной Осетии, Абхазии. Он напомнил, что Осетия целиком вошла в состав Российской империи в 1774 году, а Абхазия в 1810 году, тоже как независимое государство. Позднее южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния, напомнил президент Российской Федерации. Когда развалилась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 19 и в 20 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, если они хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии, сказал президент России. Геноцид – одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное истребление этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде. Это определение дано Международной конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году. По данным парламентской комиссии Южной Осетии по геноциду 18-20 годов, в Южной Осетии было убито и умерло во время бегства и эмиграции почти 5000 человек.
простите, Вафа изнасилованы десятки и десятки женщин. Большего оскорбления для осетин трудно придумать. Разграблено и сожжено 5000 домов, 20 тысяч крупного рогатого, 50 тысяч мелкого рогатого скота угнано, уничтожен весь урожай. Разве это не такие деяния, не того масштаба преступления, которые определены как геноцид? Более чем. Спасибо большое, Владимир Ботазович, за предоставленную возможность выступить на столь высоком уровне. Мероприятие достаточно хорошее, я его в режиме онлайн просматриваю благодаря вам. И хотел бы сказать несколько слов по поводу темы моего выступления. Я бы хотел отметить, что в современном мире, конечно, существует достаточно много этнополитических процессов, но все они уходят вглубь определенных каких-то межнациональных, административно-территориальных делений. И особняком не стоит осетино-грузинские отношения. В весьма, конечно же, сложную сферу российско-грузинских отношений, начиная с присоединения грузинских княжеств к России, были втянуты южные районы Осетии, получившие в российской администрации политико-географическое название Южная Осетия. Такое наименование юго-осетинских обществ вполне идентифицировалось с принятыми в осетинском языке, так сказать, двумя словами «хушар» или «что». И в условиях противоречивых российско-грузинских отношений Южная Осетия постепенно становилась политическим полем, где российские власти, собственно, пытались разрешить непомерные владельческие притязания грузинских тавадов, князей. В 21 веке современное российское руководство с учетом всех этих ошибок, которые были сделаны руководителями Российской империи, восстановило статус-кво, придав и поддержав руководство маленькой, но независимой Южной Осетии в его начинаниях. Современное российское руководство не стало опираться на грузинские высказывания в адрес территориальной неприкосновенности. Де-факто Россия признала историческое право осетин на проживание, владение и на процветание земель Южной Осетии. Два раза грузинские экстремисты, по сути свои фашисты, пытались сломить волю, стереть историческую память, уничтожить национальное самосознание, лишить Родины, в конце концов уничтожить физически население Южной Осетии. И что интересно, под это попали и представители, опять-таки, армян, подвергшихся геноциду еще в 1915 году. Но у нас есть десятки примеров того, как осетины Триолетской Осетии, ну, там у нас, к сожалению, эта карта тоже была сожжена, функционировало 7 селений осетинских. Это граница с Арменией. И осетины, собственно, Южной Осетии принимали и приютили десятки армянских детей, оставленных своими родными из-за опасности их погибели по неизвестным дорогам. Потомки которых и сегодня проживают в Южной Осетии. Ну, известна фамилия Захаровой. Вот многих мы знаем, там часть из них работала в МЧС. Вот они по происхождению армяне, вот потомки тех, которые в 2015 году покинули территорию Турции. Но это тема отдельного разговора. К сожалению, широкая общественность как Российской Федерации, так и СНГ и в целом мировое сообщество не информированы о том, что летом 20 года 20 века южные осетины подверглись первому этапу геноцида из 3 совершенных в меньшевистской Грузии в 20 и начале 21 века. За принципиальное нежелание выйти вместе с меньшевистской Грузией из состава РСФСР, а впоследствии после развала СССР, опять-таки из состава Российской Федерации, когда Грузия воспользовалась правом нации на самоопределение и вышла из состава СССР. Была организована кровавая бойня на исконной территории, принадлежащей Южной Осетии испокон веков, что явилось конечным результатом более чем 70-летней дискриминации со стороны грузинских властей и репрессий
которым подвергался народ Южной Осетии и который национал-сионистское руководство Грузии попыталось решить в очередной раз политический конфликт между Южной Осетией и Грузией силовыми методами, что фактически, опять-таки, как и в 20 году 20 века, вылилось в геноцид осетинского народа. Хотя во взаимоотношениях осетинского и грузинского народов существует много страниц добрососедского сотрудничества, но в целом они развивались преимущественно русские противостояния и столкновения. Осетинские земли непрерывно подвергались вооруженным нашествиям со стороны грузинских деспотий, что приводило к опустошению края. Но успехи были временными. Агрессор не имел ни сил, ни средств, чтобы окончательно покорить свободолюбивый народ. Однако после добровольного вхождения в состав России, Единой Осетии, затем грузинских земель, положение меняется. При поддержке царской администрации регулярных войск Южная Осетия была подвергнута тотальной экспансии, что привело к решительному сопротивлению населения. Борьба достигла такого размаха, что царские власти с прощения грузинских феодалов несколько раз рассматривали вопрос о депортации осетин со своей исторической родины. Однако это покровительство имело определенные рамки, и Россия по объективным причинам не могла допустить геноцид верному ему народу. Но в феврале февральская революция сломала русское многонациональное государство, и Грузия получила возможность реализовать свою давнюю цель – уничтожить Южную Осетию. Летом 1920 года в силу объективных обстоятельств меньшевики получили возможность осуществить историческую цель – уничтожить свободолюбивых осетин. Военный министр, здесь уже было сказано, лорд Кипанидзе, издает обращение к грузинским войскам с призывом не щадить изменников, ядовитых змей с их змеенышами, которые должны быть уничтожены. Это обращение пронизано патологической ненавистью к осетинам. В нем отчетливо звучит призыв к уничтожению целого народа, в том числе детей. Данное обращение является свидетельством того, что последовавший за ним геноцид был санкционирован на высшем государственном уровне. Его осуществление не заставило себя ждать. Я благодарен всем за то, что у нас появилась наконец-то возможность беспристрастно, очень трезво, собрав все необходимые документы, материалы, оценить то преступление, которое было совершено нашими южными соседями и в 2020 году, и в последующие годы. Но должен отметить, что этим вопросом занимался в том числе и парламент первого созыва. Там два наших, ну, я бы сказал, выдающихся ученых, и Рутен Семенович Кабисов, и Дзуцат Хаджимурат Арамбекович выносили вопрос тогда на сессию. Я был тогда участником. Но это дело как-то заглохло, а самая главная идея, она была достигнута. Самая главная мысль была в том, что мы сами себе должны признаться в том, что был совершен геноцид. Это была оценка, это была политическая и юридическая оценка, и она прозвучала. Потом уже парламент 4-го созыва, в котором ваш покорный слуга участвовал, я сам возглавлял комиссию, которая занималась вопросами геноцида, она дважды рассматривала вопрос. Первый раз это вопрос о геноциде осетин с 89 по 92 год. И вторым решением это геноцид 2020 года. Был собран огромный корпус материалов, огромный. Он был у нас, он сгорел в парламенте. Он сгорел в парламенте, но мы его успели тиражировать и разослать. И в Северную Осетию в парламент мы послали, и в Государственную Думу Российской Федерации. Я лично несколько раз встречался с Плигиным, его нам выделили в качестве помощника, он хороший юрист. Мы с ним работали, обсуждали детали, я думаю, все это можно найти. И в посольстве нашем мы в Москве оставили целую кипу, извините, я показываю на пальцах, вот такой толщины папка, где были ксерокопии всех документов, которые, кстати говоря, может не все, но прозвучали и здесь. Были в том числе и воспоминания людей, в особенности касающиеся событий с 89 по 92 год. Вот. Ну,
Я считаю, что была проведена неплохая работа, и парламент 4-го созыва дал четкое определение. Оно, кстати, прозвучало здесь, что со стороны Осетии это было национально-освободительное движение, раз со стороны Грузии это был геноцид. اشتراک на президентом хасаз مثل نماد خیرسدیس حرفکنن на ректоран منحاخم اشتراک کیسارستا اما آبون حساخشاک فارستل کیزورم آلچی در یخینو میزورم کفردیو نیسته و در مخدگردین ما قدا خمو خاص فارستل فتزاخات ازونن مقوسن هاخم کنفرنسی خوصا رسون فتزا گناسیدل کیزان قوه آستاودی کم دوی سازازه کم دسمه دوی سازازه کم فلدرتا نباریسکوی کتوی ویتا محاس گناسید کوی نایستوری نودی یا خوص اکتوت سگنم بارن قوه ساوی تو خیصابای تاخت فوالاخیس اربندورون مسامای ناسید خسان خرامزی ناد مازه ناوید خی فتزا گناسید ارمجت ما خم مخور نیرسدسته هر مافستی صافته در زغگه و در سرمجه ترسدی فست را دایدر برغوستانل بودون استاورا بول آرخیف تودسته ما نیمزک او خیلی سغ درسدسته حوث دوجه ما کیزن قوه آبون بون من سرمجه تاینک او خودون دی ساگن زوری ناگسته فلا ولنگا استه بوزنک پوغاتک استاین هر وقتگان هم ویقال در کست نوزن هاستی مایل مواد فلدر کسستم هاست خود تکتم کزن قوی رگلامنت سبرو متی ماو هاست فارست مروک کم اما کزن قوی خوصاری را نیالی کمن در آل رایونن در یخی استوریس فلا هاسته آست دوونم آست سترسدی هاسته که ناسیدو من یا سینتر دی روکه فتزا خاتو مارسترسدی پارتیون ارگانیزاسی دلاستر دون کرد پاد پولنا رابطه هاوم دستی بولدر خاصه ریوالوسیه مقطعت خاطی استادون سنا قطسیرو پلیت آرون زاتیات الکساندر آبایت الکساندر گاگلویت سیرگی ما کزار قوم سال وزبیر ودیس یا تک سنتر ودیس بیجات چیرمن و تر ناینتلیجنسیا هاومن بازادیس ولنگای ارمجتا آبون کولن سایم هاودون ما کزار قوم این ما رو کمیت خای اما سویتو خیساد ارسدی راسید فتزاخات. Вадим Батазович, позвольте поприветствовать вас от лица Луганской Народной Республики, от Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Выразить слова огромной благодарности за то, что вы пригласили нас поучаствовать в работе Международной научно-практической конференции. Уважаемые коллеги, тема, которая затронута в работе Международной научно-практической конференции, для нас очень понятна и близка. Во времена нестабильности, напряженной атмосферы, на политической арене тысячи политиков по всему миру двигаются по вектору разрушения спорных и разрешения спорных вопросов и урегулирования возникающих конфликтов как международных, так и локальных. Не исключением является ситуация, сложившаяся в данный момент на Донбассе. Телерепортеры, корреспонденты, журналисты, профессиональный долг которых всегда находиться там, где происходит вооруженное столкновение, как раз таки и принимают непосредственное участие в освещении этих событий. Не бывает тележурналистики стопроцентно объективной и беспристрастной, как не бывает журналистики независимой, без изъяна. Другое дело, что объективность, беспристрастность и независимость – это те идеалы, к которым нужно и можно стремиться. При освещении вооруженного конфликта, гражданской войны на Донбассе идеальными для СМИ является отражение позиции обеих сторон конфликта. Однако такие случаи невероятно редки.
таким журналистам относятся с крайним недоверием, ведь они, по всей видимости, могут передать засекреченную информацию, будь то позиции противоборствующих сторон или количество единиц техники, и это опасение не лишено логики. Этот же принцип должен распространяться и на информацию. Современные трактовки геноцида более расширительные, позволяют включить под определение этого феномена совершенно различные случаи, которые в традиционных трактовках очень трудно было бы подвести под определение геноцида. Мне кажется, что именно современные трактовки геноцида, они больше удовлетворяют нашей ситуации и делают нашу аргументацию геноцида более широкой и более убедительной на международной арене. Ну, посмотрим. Давайте называть геноцидом не просто и не только события 2020 года, а и все то, что происходило после 2020 года со стороны Грузии в отношении Южной Осетии. Я имею в виду ту политику, которая целенаправленно осуществлялась грузинским руководством в отношении Южной Осетии во всех сферах. Это в сфере экономики, в сфере социальной жизни, в сфере культуры. У меня тут есть вся статистика, но сейчас, если это все буду зачитывать, это будет очень долго. Больше всего вот в этих вещах мне показалось очень таким знаменательным и образным факт, когда в Южную Осетию, это был 49 год, ну, по моим данным, когда в Южную Осетию был назначен руководителем Имнадзе, грузин. И, направляясь сюда на работать, он произнес свою якобы знаменитую фразу: «Я еду работать в Южную Осетию, а вернусь из Грузии». То есть совершенно было ясно, для чего этот человек направлялся на работу в Южную Осетию и какие задачи перед ним стояли и что он должен был там решать. Таким образом, на мой взгляд, рассмотрение геноцида как системного социально-политического феномена позволяет составить наиболее полную его картину и выявить специфику локальных проявлений. Именно системное рассмотрение геноцида позволяет наиболее полно и адекватно применить его к нашим осетинским реалиям. Более того, такая трактовка геноцида значительно расширяет нашу аргументацию и в плане признания геноцида и неотвратимости наказания за него, вне зависимости от сроков давности. В связи с приближающимся столетием трагических событий лета 1920 года в Южной Осетии и принятием к рассмотрению Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации обращения парламента Республики Южная Осетия с просьбой о признании геноцида южных осетин в 1920 году, вопрос данного исследования обретает дополнительную научно-теоретическую и практическую актуальность. На многовековом пути к реализации своего неотъемлемого права на самоопределение южные осетины накопили богатый опыт национально-освободительной борьбы, который прогнозируемо может вызвать вполне объяснимый интерес у современных народов, представителей национальных меньшинств ряда стран и регионов мира, в которых уже продолжают полыхать или тлеть очаги кровопролитных конфликтов. Как известно, Республика Южная Осетия в августе 2008 года обрела статус признанного независимого государства. Данное обстоятельство никак не должно придавать забвению тему исследования проблем геноцида южных осетин или отодвигать их на второй план. Напротив, обретение статуса международного признанного государства открывает перед учеными, теоретиками новые возможности в полный голос заявить о чинившемся на протяжении десятилетий фактическом терроре в отношении южной ветви осетинского народа. Обращаясь непосредственно к анализу и обсуждению вопроса геноцида, с правовой точки зрения следует признать необходимым подробнее разъяснить содержание самого термина «геноцид» на историческом уровне. Понятие «геноцид» в лексическом обороте стран и народов не существовало вплоть до 1944 года. То есть до того времени, пока известный в Польше ученый-правозащитник, юрист еврейского происхождения, профессор Рафаэль Лемкин не ввел его в лексический оборот в качестве специального термина для обозначения преступных деяний, совершаемых одним государством или людьми по отношению к другим людям с целью их уничтожения по определенным признакам.
Для обозначения таких злодеяний профессор Лемский соединил два понятия. Одно из них, значит, греческого происхождения, а второй он соединил латинского происхождения. То есть, значит, племя, род, этнос в переводе, значит, на русский с греческого означает, значит, генос означает племя, род, этнос, и другой термин с латинского означает убивать. То есть убивать людей, племя, род, этнос, не одного человека, а уже целый род, допустим. Сам автор термина «геноцид», эмигрированный в 1941 году в США, мыслил его для обозначения координированного плана различных действий, направленных на уничтожение жизненно важных основ существования национальных групп и самих этих групп как таковых. Впервые же слово «геноцид» в официальных документах появилось в обвинительном акте Международного военного трибунала в Нюрнберге в октябре 1946 года, причем оно было применено не как правовое понятие, а в качестве термина описательного, и то лишь в мотивировочной части приговора. 9 декабря 1948 года, пусть и по настоянию самого Рафаэля Лемкина, но Организация Объединенных Наций одобрила Конвенцию о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него. Этот важнейший документ признал геноцид преступлением, которое нарушает нормы международного права, и призвал государства, которые подписали Конвенцию, принимать жесткие меры по его предупреждению, вплоть до применения карательных мер за его совершение. Таким образом, геноцид был признан мировым сообществом как тягчайшее преступление человечества. Благодарю вас за ваше присутствие здесь сегодня и за то, что мы вместе с вами заканчиваем эту уникальную действительно конференцию, как это подчеркнул наш старейшина Акаций Гаврилович Плиев. На моей памяти тоже первый раз такое мероприятие проходит за все время новейшей нашей истории. И это очень знаменательно. Конечно, понятно, что столетний юбилей нас к этому и обязывает с одной стороны, но с другой стороны это и достойно всяких похвал решение нашего руководства политического, потому что такой юбилей, конечно, мы должны отметить максимально объемно, широко, насколько это в нашем ресурсе, так сказать, в наших возможностях. И хорошо, что Владимир Ботазович решил провести эту конференцию, несмотря на объявленный карантин. Я привлеку ваше внимание к 2-3 конкретным обстоятельствам, чтобы и вам тоже это было интересно. Во-первых, первое, что я хочу сказать, это то, что геноцид 1920 года действительно является фактом живой памяти нашего народа. Моему отцу было 9 лет, когда они бежали через Дзумакский хребет. Он очень хорошо помнил эти события и иногда в застольях об этом рассказывал. Его дядя Габила Дзугаев был тем пулеметчиком, который по приказу Матеса Накоева прикрывал отход беженцев, значит, возле моста недалеко от селения Дзал, и спас буквально многие тысяч беженцев. Там была многотысячная масса, которую грузины вот-вот должны были достигнуть и истребить. И он своим пулеметным огнем их отбивал, отогнал, так сказать, от беженцев. И мне особенно интересно было услышать от Вацира Гавриловича недавно, что, оказывается, мой дед Хасахо, который прожил 115 лет, был, представьте себе, проводником Рождена Кузаева, когда он переходил через хребет. И, значит, в последующем там в России уже дошел до Москвы и встретился с Лениным, передав ему известный наш меморандум. Вот так это, наверное, в каждом роду, в каждой фамилии у нас здесь может человек об этом сказать. И здесь присутствующие тоже это вспоминали. На меня большое впечатление произвело воспоминание вот Мурата, значит, Джоева о том, что 9 человек погибло ближайшие родни. Это же, представьте, это геноцид. Это первое. Значит, второе, то, что хочу сказать, что причины события этой трагедии, конечно, в настоящее время, в принципе, уже неплохо описаны исследования. В частности, я могу вам привести в пример показательный, да, монографию коллеги Гиви, значит, Романовича Гатикоева, которую я прочитал и составил к ней, значит,
предисловие, и там автору, мне кажется, удалось существенно обновить наши знания о периоде вот этих революционных пертурбаций в Южной Осетии, а самое главное, о принятии решения, вот этого рокового, фатального решения о начале наступления бригады, вот тогда, в этом июне, значит, 1920 года. За что Гиви Романовичу глубокое спасибо и от меня тоже. Геноцид 1920 года выступает не как отдельное единичное событие. Об этом подчеркнул в своем выступлении и коллега, значит, Санакоев. Это проявление системной политики грузинского государства в отношении Осетии. Это не единичный трагический эпизод. Это выражение сущности грузинского государства, которое раз за разом проявляется геноцидным способом в отношении Осетии. Вот тут надо поставить вопрос, а почему это так? Ответ на этот вопрос требует специального исследования. И коренится он, конечно, в том национально-культурологическом коде, который господствует в грузинской государственно-управленческой и интеллектуальной элите. Той матрицы, которая раз за разом воспроизводит один и тот же политический механизм подавления со стороны тбилисских властей в отношении Южной Осетии. Парламент Южной Осетии обратился к своим коллегам в Российскую Федерацию, это и в Государственную Думу Российской Федерации, и в Совет Федерации. По этому обращению создана рабочая группа в Государственной Думе при комитете по связям с отечественниками СНГ. Возглавляет эту комиссию, эту рабочую группу Водолацкий Виктор Петрович. И буквально вот перед началом вот этого месяца мы получили письмо от этой рабочей группы, что в этом месяце должно было состояться рабочее совещание во Владикавказе, после этого в Цхинвале, и после этого уже рабочее совещание в Москве с привлечением наших юго-осетинских ученых, северо-осетинских, а также они привлекли у себя в Москве тоже видных ученых, которые поработали в архивах, и мы должны были обобщить вот те материалы по геноциду, которые есть и у нас, у Южной Осетии, и также в Северной, и в Москве. Так что вот мы все сейчас знаем, какая ситуация в России и вообще в мире. И в связи вот с этой ситуацией все это переносится до более благоприятных времен, можно так сказать, до спада вот этого коронавируса, так как мы знаем, что даже в Госдуме сейчас запретили проведение пленарных заседаний. Работа по линии законодательного органа Южной Осетии и Российской Федерации, она идет. И во время даже личной встречи моей с Водолацким и с председателем комитета Калашниковым мы были заверены в том, что они поработают настолько, что Госдума примет именно тот вариант, который, рассмотрит вариант, который мы совместно подготовим с теми материалами, которые у нас будут. Для нас важно то, что сегодня произошло. Я это считаю масштабным, международным, научно-практическим событием, форумом. Потому что сегодня для нас самое главное, чтобы тема геноцида, она зазвучала. У нас, как говорил президент, намечено много мероприятий. Мы уже проводим ряд мероприятий на базе ЮГУ ТВ, когда фактически воспоминания родственников, тех, которые подверглись геноциду, они в эфире рассказывают об этих страшных событиях. Это и отрывки из книги Коста Петровича Пухаева, их тоже зачитывают наши студенты. Это и титры, которые идут параллельно на английском языке, на русском, чтобы весь мир знал, что произошло, что происходило. И то, о чем я говорил, еще раз хочу вкратце. Нам надо использовать все наши знакомства, все наши ресурсы, чтобы известные эксперты, известные политологи, известные журналисты, международники, юристы начали больше активничать в этом вопросе. В общем, всем спасибо.